Наступило лето, не за горами отправка детей в лагеря, в различные учреждения образовательные, в том числе и досуговые. Речь об этом как раз и пойдет в нашей сегодняшней беседе. Какие образовательные досуговые проекты будут реализовываться для детей в летний период? Какие задачи в связи с этим стоят перед Министерством просвещения и педагогами? На эту тему побеседуем с Адой Кварчели, заместителем министра просвещения Абхазии. Ада Алексеевна, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Добрый день. Итак, что запланировано на этот период для того, чтобы дети как-то плодотворно провели этот, скажем так, летний период, когда есть много свободного времени? Ну, конечно, 22 мая прозвенел последний звонок, и 1900 человек наших выпускников шагнули во взрослую жизнь, но зато остальные, как говорится, наши ученики сегодня, конечно, вот большая проблема, как провести вот это летнее время с пользой для дела. В данный момент, сейчас вот вы, наверное, слышали новость, школа Альфа организует такой вот лагерь, в котором с обучающими программами разного вида. И вот наши дети могут посетить вот этот лагерь. Этот лагерь, конечно, такое дневного пребывания, это значит, они с 9 до 6 там будут. Вот. Но в следующем году мы планируем лагерь с круглосуточным пребыванием, но уже на базе, конечно, на наших школ и интернатов, потому что там все созданы условия для проведения такого рода мероприятий. Еще бы хотелось отметить, конечно, у нас, вы знаете, слышали, не раз мы говорили на вашей площадке о том, что у нас есть соглашение с таким международным лагерем, как Артек, также образовательным центром «Смена», соглашение. И вот сейчас мы победители республиканской олимпиады, 12 как-то приоритет дали физикам и математикам, посылаем в Артек, это 8-й поток с 15 июля по 6 августа. Это какой возраст дети? Это победители Олимпиады, это значит с 9 по 11 классы, то есть старшеклассники, одним словом. Да. И количество вот этих квот именно и в Артек, и в Смену будет ежегодно увеличиваться. Нам предоставляют такую возможность именно бесплатно отправить наших туда детей. Вот. Ну, думаю, что это очень для нас это огромное достижение, так как вы знаете значение и уровень таких вот международных лагерей. Конечно, конечно. Да. Конечно же, нам необходимо развивать лагеря, детские лагеря на нашей территории. Притом это должны быть и международные лагеря, и языковые, там разных видов, с разными обучающими программами, там математические лагеря, там, то есть очень-очень много таких, которые бы пошли бы, и дети бы учились коммуникационным навыкам, и за летом могли бы и подтянуть какие-то знания, одним словом, для развития и роста наших детей. Что касается того, что запланировано, скажем так, для вот с точки зрения подготовительных мероприятий к школе, наверное, это такое направление тоже должно каким-то образом прорабатываться летом перед тем, как будет новый учебный год. Есть ли такое дело? Ну, мы открываем подготовительные классы в абхазских школах именно. Мы начинаем вначале с абхазских школ, потому что программа разработана для абхазских школ, для подготовительных классов. Поэтому мы как-то решили начать с этого. Они, по сути своей, вообще функционировали подготовительные классы, но в основном за счет администрации районов и так далее, за счет этого
этого финансирования как бы поддерживались эти подготовительные классы. Но проблема в том, что у них не было учебного плана утвержденного, у них и каждый не было определенных стандартов к этой программе. И самой, потому что, по сути, своей самой конкретной программы у них и не было. Поэтому каждая подготовительная группа, в каждой школе работали то, как они сами этого видели. То есть в основном это дублировали первый класс. Вот. И поэтому, конечно, здесь нужно было это все решить. Почему? Потому что ребенок 5-6 лет это не ребенок 7 лет, а у него другие совершенно возможности умственные, другие когнитивные навыки. Здесь по-другому нужно подходить. Когда перед ребенком ставят неадекватные задачи, знаете, мозг, мы создаем такую стрессовую ситуацию для ребенка, и в такой ситуации ребенок никогда не развивается. Да, работает механическая память, он запоминает и так далее, но именно на развитие, на долгосрочную перспективу здесь работа не идет. Поэтому мы решили подготовить учебный материал, целый комплект к этому с развитием и мелкой моторики, и с современными подходами, новыми подходами. Я думаю, что это очень поддержит именно изучение еще абхазского языка в абхазских школах. Вы знаете, у нас с какой проблемой мы тем более сталкиваемся сегодня. Вот, кстати, хотела спросить, летом многие родители, по крайней мере, я слышала, да, хотели бы, чтобы даже вот ребята, которые занимаются в абхазских школах, да, чтобы они как-то не теряли вот этот навык и вот эти знания, которые они приобрели в течение года, и стараются куда-то вот все-таки пойти, там не у всех есть возможность там в деревню поехать к бабушкам, к дедушкам, с тем, чтобы как-то языковые навыки свои прокачать, да? И поэтому хотели бы куда-то, вот кто-то там в Альфу, но Альфа тоже как бы не безразмерная, понятно, там придут еще люди, может быть, есть еще какие-то альтернативы, которые и были, может быть, в течение года, но не все знают. Озвучили бы вы информацию об этом? Как вот с этим дела? У нас, знаете, как бы пока, конечно, в основном это частные такие центры. Это и Дом юношества, я знаю, что там у них есть секция абхазского языка. Ну и вот так отдельно, вы знаете, как бы то ни было, но нету таких вот результатов, которых бы нас бы всех удовлетворяли. И родителей, и школу по итогу. Почему? Потому что это говорит о том, что это такая системная проблема. И нужно, конечно, подходить здесь, все ломать и строить совершенно другую структуру, другие подходы. Это должно, конечно, знаете, как бы мы все разрозненно сегодня работаем. Вот, и, к сожалению, имеем то, что имеем на выходе. А что касается лета, да, появление каких-то лагерей на детских, на более-менее, скажем так, постоянной основе, я, насколько слышала, это планировалось уже и планируется, и как-то пытается организовать. Вот в этом отношении что-то, есть какие-то подвижки? Есть, но, знаете, очень много препятствий тоже к этому. Почему? Потому что, это одна из таких проблем – это подготовка вожатых. Это все-таки другая специфика. Это здесь, если мы говорим о международных лагерях, да, допустим, создании международного лагеря, там тоже у них, знаете, как бы Рособорнадзор там ставит свои какие-то у них условия, нормативно-правовая база. Да, мы не соответствуем с этим условиям. И поэтому, как говорится, вот эти юридические проволочки у нас, конечно, останавливают нас. И как бы, к сожалению, мы не готовы пока вот делать на уровне такой какой-то лагерь. Не хотелось бы знаете, как дневного пребывания, это совершенно другое, тоже сложно, но все-таки, если мы говорим о круглосуточном пребывании детей в лагере,
с какими-то с обучающими программами, здесь, конечно, нужно серьезно очень Ну вот, подходить. да, кстати, вы то, что озвучивали про интернат, да, Да. Сухомский, вот там, Мгм. наверное, было бы удобнее, хотя, не знаю, для лагеря летнего, может быть, это учебное учреждение все-таки не совсем подходит. Ну, это Там со просто... спальными местами, да, у нас со Мгм. спальными местами, у нас и вот, допустим, есть и Гагринский лицей-интернат, там тоже 200 спальных мест, и поэтому на берегу, недалеко моря Мгм. тоже, и у нас места как раз такие есть, но вот именно что касается организации, ведь это безопасность детей в первую Да. очередь. Да, это здоровье детей. Летнее время, вы знаете, всегда как бы риски повышаются, связанные со здоровьем детей, с их безопасностью. Поэтому здесь, конечно, нужно очень так серьезно Мгм. подходить, глубоко, так основательно. Поэтому мы к этому готовимся и хотим с российской тоже стороной вместе вот с Минпросвещением тоже России вместе открыть какой-нибудь лагерь на территории Мгм. Абхазии. Что касается педагогов в летний период, чем они будут заняты, возможно, в школах, возможно, какая-то другая работа, методическая и так далее. Вот что об этом расскажете? В летнее время, у нас вообще запланирована летняя школа для учителей. Ага, Это, вы знаете, мы ежегодно слышали, у нас да. год-два, да, у нас Мгм. год-два раза мы проводим 2 школы для учителей, это как бы повышение квалификации, это обмен опытом. И у нас вот уже есть наработанный опыт, и вот российские учителя, это лучшие учителя на Российской Федерации, заслуженные учителя, лауреаты. Мгм. Разных конкурсов. И вот они приезжают, показывают мастер-классы свои. Если в зимнее время они проводили свои мастер-классы в наших школах, проводили уроки среди наших учеников. А в летнее время они обычно работают с нашими учителями. Конечно, Мгм. очень много нового они нам тоже показывают. И наши тоже делятся своим опытом. Уже видим, знаете, как бы такой плодотворный взаимообмен такой происходит уже, и это очень радует. Мгм. Ну, Да. а вот непосредственно в школах вот педагоги же ведут какую-то работу свою, да, не уходят в отпуск. Я знаю, что до сих пор и ходят в школах. Там я сейчас про экзамены не говорю, но тем не менее потом тоже есть какая-то работа, подготовка к следующему учебному году. Чем занимаются педагоги вот в это время? Они обычно, у них в июле они уже выходят в отпуск, а в августе с 20 числа они уже, как говорится, начинают работать. По это идет подготовка, организационная подготовка, готовят школы, классы, естественно, раздают учебники. И как бы вот такая подготовительная идет работа, конечно. Уже завершен даже где-то в районах в разное время тоже прием в первый класс. Где-то завершен, где-то еще продолжается этот прием в первый класс. Вот так идет работа. Кто-то после 9 класса переходит из одной школы в другую. Вот такой процесс активно начинается именно с 20 августа. Вот такая рутинная работа у учителей, сложная очень работа. Конечно, очень сложно удерживать наших учителей в то время, когда, особенно в летнее время, когда вовсю работают наши учителя экскурсоводами, там в гостиничном бизнесе многие работают. И, естественно, здесь мы не выдерживаем конкуренцию. Почему? Потому что там им платят гораздо больше, чем школьная зарплата учителя. Мгм. Да. Спасибо вам большое, Ада Алексеевна. Я думаю, что мы еще поговорим о летнем периоде, о подготовке к учебному году, о том, как первоклассники дают, родители первоклассников дают заявки на заявление в школу, как этот процесс весь проходит.
И о том, какие образовательные досуговые проекты будут реализовываться для детей в летний период, какие задачи в связи с этим стоят перед Министерством просвещения и педагогами. На эту тему мы говорили с Адой Кварчелия, заместителем министра просвещения Абхазии.